Итак, дорогие друзья, приветствую вас. Меня зовут Елена Алексеевна Платина. Я благодарна тому, что мы продолжаем с 9 сентября встречаться в 11 часов. И сегодня я бы хотела открыть тему, такая тема, которая, я назвала ее рекомендательный вид бизнеса и благотворительность. Насколько мы поняли, что такое рекомендательный и чем он отличается от приглашения? Почему мы делаем вот эти встречи, и кто-то говорит: "Это ненужные встречи". Есть такие мои личники. "Зачем вы, Елена Алексеевна, тратите это время? Зачем вы даете в никуда?" И так далее. Знаете, для чего мы это все делаем? Делаем не только для вас, кто вы здесь сейчас находитесь, для тех, кто в записи сейчас это слушает, а для того, чтобы человек услышал, отзывается ли это ему, да? Потому что среди, простите, пурги, всего, что творится, пурга, потому что другим словом я не скажу, инфопурга, которая уже за многие годы э, в находящихся в интернете, попробуй ты еще найди того человека, которому ты можешь доверять, да, который говорит истину. Истины, они тяжелы, как камень, но не облегчают душу, а глупости легки, как эфир. И они делают человека скотом, ставя его все вот на локти и на колени. И ползает человек на энергетическом плане, но не понимает, что он не стоит на ногах. То есть он не с собой. Так вот, именно наша международная общественная организация «Единство» и наша организация, которая еще, скажем, Step Briefing и Brave Business, да, это движение Step Briefing, расширенное движение, расширение, и еще Brave Business – это расширенный вид бизнеса по принципу шеста. Так вот, в чем он и заключается. Я вам такую скажу фразу, которая вам даст что-то важное и ценное. Все, что не расширяется, то сокращается. То, что не делится, то уничтожается. Что не растет, то отмирает и умирает. Итак, все, что не расширяется, то сокращается. Вот эта фраза, она для предпринимателей и бизнесменов. Так как я была земной предприниматель, и если у тебя приходит специалист, который, в общем-то, не соответствует тому, чем он занимается, он сделает брак или еще что-то, да. Или у меня также был личный автобус, это тоже вид бизнеса. Там берется в аренду линия, вот, и водители очень важны. И вот у меня были, и вообще водители некоторые наркоманят, кстати, вот. И водители не всегда те, кто их проверяют и допускают, добросовестно их проверяют, да. Вот это вот тоже момент. И однажды мой автобус угнал один из водителей, представьте себе. Слава богу, без пассажиров, потому что он наркоманил, оказывается. Вот так вот. Так что такой большой опыт, ты, естественно, не будешь же его лелеять, в пазуху себе сажать. И вот если мы этот образ возьмем на то, что таких вот людей несоответствующих надо убирать и сокращать, и дальше бизнес-то важнее для тебя. Ты бизнес создал для того, чтобы человек делал что-то, да, делал что-то, чтобы расширялся бизнес. И так как у нас Brave Business – это рекомендательный и благотворительный бизнес, задумывались ли вы, занимаетесь ли вы расширением и благотворением, или вы только потреблением занимаетесь? Вот этот вот вопрос сегодня бы хотела я поднять, и чтобы вы ответили себе. У нас событие происходит в жизни одно и то же 2 раза всегда. Это факт. И внимание, слушайте, внимание сейчас особое. Сначала это событие происходит в мысли, в твоей голове, а затем в реальности. Может быть, не сразу, не мгновение, но через время это точно. Что ты хотел, что ты думал, все происходит, абсолютно все. И тогда вы сегодня можете также себе сказать: а я вообще в голове держу, что я нахожусь в благотворительной
Международной общественной организации «Единство». И то, что делается сейчас в мире, а в мире мало того, что расчеловечивание массовое, а это еще ладно, бог с ним. Тут все явно это видят. Ну, только возмущаются, но не понимают, что ты же сам такой, потому что если все, что происходит в реальности, это результат наших подсознательных решений, если тебе что-то показывается, то это точно такое. И ты такой, как они все. И поэтому работаем с собой, это факт, конечно. Ну, а кто уже готов, именно готов, нам надо не искать, потому что все, что мы ищем, оно прячется. А тот, кто ищет уже, сам ищет освобождение от каких-то нелегких вот этих ситуаций, как вам их привлечь и как, чтобы они услышали то, что предлагается у нас. Осознаете ли вы сами, что наш продукт Международная общественная организация «Единство» — это программы МЭЦ, это научные технологии, которые были созданы в миссии, которая миссия сохранить людей, понимаете, человека сохранить. И вот эта вот миссия, вы, наверное, стесняетесь сообщить об этом. Так учитесь разговаривать, потому что и не надо много говорить, а надо самому это понять, принять, и тогда человеку сказать. Вот это называется «благо творю я». Дальше мы понимаем о том, что как нам рекомендовать этот бизнес? Нам тут скрипт не подойдет. Нам тут скрипт никакой не подойдет. Шаблон не подойдет. Это только от сердца к сердцу. Как от сердца к сердцу? Когда ты с своим сердцем в контакте, и у тебя нет препятствий к своему сердцу, то ты, соответственно, можешь сказать такие слова, когда человек захочет тоже пойти туда и понять, что же ты делаешь. Спасибо, гость. Если вы выключите микрофон, то будет очень хорошо. Значит, о чем я здесь вас хочу сказать и призываю. Жизнь, которую вы выбираете. Вы выбираете жизнь страданий, мучений или новые привычки к себе прививаете и обновляетесь. Я сегодня, когда утром читала, я же читаю свиток, как с вами мы начали, так я и читаю, вот первый свиток. И почему-то у меня слезы на глазах появились, когда я стала его читать там, на определенных словах. Почему? Потому что я добавила еще туда свою мысль. Мы же, когда читаем, мы, может, еще с мыслью читаем. Я добавила мысль, представляя мои тонкие тела, вот эти, когда там говорится, я сбрасываю с себя кожу, да, а какую кожу надо сбросить? Не себя сбросить, а с кожи своей сбросить всякую напыщенность, всякую ненужность и всякую белиберду и стать собой по праву рождения. По праву рождения вот этого я есмь, да? Кто я есмь? Потому что, я надеюсь, мы все взрослые здесь люди, и кто-то имел такой неприятный опыт, когда прощались с тем, кто уже ушел в другой мир, переходил на похоронах. Вот. То вы видели, что там уже человек не строил ничего из себя и не забрал с собой ничего. Так вот, будьте настоящими, искренними с собой. А когда вы настоящие, искренние с собой, без всяких вот этих бубенцов и выламываний, то тогда люди хотят настоящего все, хотят светлого все, абсолютно все к свету идут. И жизнь, которую вы выбираете, вот смотрите, есть такой Ланг Ханкок, и его фраза «Лучший способ помочь беднякам — это не стать одним из них». А я бы еще сказала, лучший способ помочь больным — это не стать одним из них. Лучший способ помочь каким-то неразвитым людям — это не стать одним из них. Вот этот вот способ
Не помогай кому-то, стань кем-то, и с тобой пойдут люди. Ну, рекомендуй же человеку, скажи: "Вот я разбираюсь, и я получаю результат". Не рисуйтесь друг перед другом. Когда мы рисуемся, знаете, есть такое выражение: "Дай бог, чтоб с кем-то было о чем то помолчать". Но вот этот "дай бог, чтоб с кем-то было о чем то помолчать", когда мы начинаем, выстраивать, перед кем-то: "Вот у меня так все красиво". А красиво ли у тебя внутри с собой? А хорошо ли тебе с собой? А какие ты оценки даешь себе? А осознаешь ты цену и ценность своей жизни? И понимаешь, что цена и ценность — это разные вещи. И когда мы хотим, чтобы нас кто-то заметил, заметьте себя. А потом найдите человеческие слова такие, ну, как вот есть такое выражение: "Войди в сердце брата твоего и узри его горе. Затем говори". Пусть сказанные слова дадут ему могучую силу, чтобы порвать свои цепи. Но сам их не разрывай. Полученная сила поможет ему в работе. И вот жизнь, которую вы выбираете, всем людям хочется стать богатыми, но мало кто знает, как это сделать. Вот понимаете? И так как я сама предпринимателем была более 20 лет, вот у меня такой опыт есть. Так вот, я пришла к выводам, объясняющим, почему одни преуспевают в жизни, а у других это не очень получается. Одни добиваются целей, а другие терпят крах. И дело не в том, что у кого-то есть высшее образование, а у кого-то его нет. И тем более не в том, что один родился в бедной семье, а другой в состоятельной. Были такие опыты, что когда 3 человека — это факт, 3 человека — это не легенда, ничего, это правда. 3 человека делали один и тот же бизнес, стартовали с одними и теми же исходными данными. Вот один преуспел, а 2 разорились. То есть это бизнес на земле. Тогда получается, э, люди, они все были разные, понимаете? И причина в том, что условия, старт одинаковый был, а результат разный. Значит, дело, наверное, в голове и в навыках, которые есть у человека. Что такое, чем отличается учиться и знать? Учиться мы можем ходить, учиться, слушать, слушать, слушать и ничего не делать. Это мы делали в школе, в вузах. Нас обучали каким-то фактам. Мы эти факты слушали, а к жизни мы их не применяли. А вот чтобы, когда ты начнешь применять, то у тебя получается навык. И что такое навык? Понимать, и ты начинаешь осознавать, и тело знает. Давайте приведем пример. Э, Если человек научился плавать, он потом не думает о том, как плавать, он может поплыть. Если человек научился ездить на автомобиле, он сразу может быть, ну, естественно, мы же не родились за рулем автомобиля, он, может, не понимает это. А когда он уже научился, он не задумывается, как что переключать, то есть на автомате. Это навык. Так вот, навык рекомендателя, навык благотворителя тоже нужно получать, когда мы это будем делать. Мы здесь ничего не продаем вообще. Вот это обратите внимание. Мы здесь только купили, и у нас купят. Но а что такое мы купили? Мы купили свое развитие. А осознали вы вопрос, у вас пропал, пирамида это или нет? Я надеюсь, отпал вопрос. Вы разницу понимаете, что пирамида — это
где у людей забирают деньги, и еще деньги забирают, и снова забирают деньги, и никакого продукта не дают. Так вот, будьте благоразумными и грамотными. Не надо рисоваться перед кем-то. Перестаньте сами себя пугать. И поймите, что здесь есть возможность стать обеспеченными, очень обеспеченными людьми. Причем обеспеченными в плане чего? В плане здоровья. Это база. Если ты болен, ты ничему не рад. Это точно. И никому не рад. А в плане здоровья какого? Есть у нас здравие духовное, душевное, физическое, эмоциональное. И давайте скажем, а мысли какие у нас здоровые? Давайте поселим себе, если уже и есть мысли, то правильные мысли по отношению к себе. Приучите себя относиться к себе правильно. Изучая многих богатых людей, да, мы осознаем, что у них другие привычки. И так как я заявляла, что мы с вами будем разбирать отношения мужчины и женщины, да, как следует относиться к женщине и как к мужчине, я думаю, что тоже кто-то подготовит эту тему, не только я. Начинайте проявляться. И всем понятно, что два живых человека. А мы потом возьмем также это и в партнерстве. Два живых человека. Что такое два живых человека? Это два человека, которые заботятся о себе и друг о друге. Ключевое слово о себе и друг о друге. И ртом проговаривают, а что мне надо, потому что вот говорил как раз, наверное, в пятницу Владимир Георгиевич, что не надо догадываться. Никто не может догадаться, что тебе надо. И когда мы, люди, начинаем встречаться друг с другом по какой-то причине, то какие потребности мои ты закрыть можешь, которые я не в состоянии сама закрыть? И какие потребности я могу, которые ты не в состоянии закрыть? И также в партнерстве и в бизнесе. Напомню вам еще раз и многократно буду повторять, что качества стратегических партнеров. Какие качества стратегических партнеров? Нам необходимо по новой стратегии брейв-бизнеса, это предусмотрено, что мы обязательно приглашаем 5 активных стратегических партнеров. А как же мы можем их пригласить, если мы не знаем этих качеств и вообще мы понять не можем, да? То есть смотрите, в рамках партнерства в брейв-бизнесе, да, сам Кирилл Губаревич, который создавал эту площадку «Новая стратегия», вот, ценным вкладом в развитие общего дела считается привлечение минимум 5 активных партнеров. Да? А качества и навыки какие? Буду повторять, наверное, на каждой встрече. Активный партнер подразумевается человек, который пользуется компьютером или смартфоном. Все. Имеющий опыт. Это первое у нас. Имеющий опыт построения команды, пусть даже давно и маленькой, потому что все равно этот навык есть. Дальше. Имеющий большое желание помогать себе и другим людям. Это третье качество. Способный получить и воспроизвести, то есть понять информацию. Не просто языком телепать, понимаете? А именно понять ту информацию и изучить ее, принять. Это у нас четвертое качество. И пятое качество, принявшие именно идеи, цели, стратегии и сделавшие бизнес своим. Вот такие качества нужны у партнера. И когда мы приглашаем, например, также у нас получается это партнерство, это варианты супружеских отношений. Обратите внимание, нет одинаковых семей и нет одинаковых отношений. Почему? Задумывались ли вы, что мы тоже не одинаковые, мы разноценные, и семьи разноценные. Это не копия одной семьи, и шаблон в шаблон семью не вложишь.
Но и здесь мы тоже не кирпичи, нас не вложишь. Нам дают здесь именно раскрыться полностью и быть такими, какие мы есть не сегодня, а какие мы есть по праву рождения. И вот если мы тщательно выбираем партнерские отношения, в супружество, да, претендент, который в род заходит, должен иметь соответственные определенные качества и критерии, то критерии, которые заходят человек в брейв-бизнес, тоже такие качества должны быть. И если вы ощущаете себя брейфистом, это не слово брейфист, это состояние. Это вот эти именно навыки и состояния, их нужно освоить. Так вот, если критерии выбора супругов, они всем понятны, тут даже и объяснять не надо. Все понимают, что лучше уже жить в одиночестве, чем с человеком, который будет обузой или даже опасностью для семьи, который не сможет вносить свой ценный вклад в развитие семьи. Могут ли в семье один делать все для человека, а другой только потребляет это? Вот вы себе это представляете, кто это? Это ребенок. Для ребенка делают все, чтобы он вырос и создал в дальнейшем свою семью. А супружеские отношения могут назваться такими? Я думаю, вы все взрослые и понимаете, что в супружестве такого недопустимо. Это уже не есть хорошо. И у нас вот тоже отношения такие здесь. Мы часто отношения переносим в партнерство, в бизнес, неважно, в наш даже, вот брейв-бизнес, здесь вообще он величественный бизнес. А вот если на земле, да, ты пришел на земле, начал вести бизнес. Ну, у меня вот тоже деревообрабатывающий бизнес был. Вот я брала бы всех бы, усыновила столяров 20 человек, мужиков, маляров, шлифовщиков, механика, чтоб с меня было. Вы понимаете, я брала тех, которые могут это делать. А там же также выращивала сына, зятя и другого сына. Они приходили и учились, они видели, как это делается. Этот навык, как моя бабушка говорила, что умеешь, за плечами не носить. Так вот, нам нужны навыки. Нам нужны навыки. Задумайтесь об этом. Какой мне нужен навык, чтобы я получил навык рекомендателя данного бизнеса. Первое, что нам нужно. Вот у нас есть видео, посмотрели, и вам кажется, короткие видео, посмотрели, и вам кажется, вот это, оно то, что надо. Человек придет. Дальше. Нам необходимо завести контакт. Что такое контакт? Это ВК. Завести страничку там. Что такое страничка? Страничка – это когда просто ты завел страничку. А на базе странички сообщество создать нужно. Для того, чтобы понятно было, чем ты занимаешься. И тогда, если ты это видишь как брейв-бизнес, брейфист, как ты занимаешься, кого ты приглашаешь, то ли ты много о программах расскажешь там. И не надо писать густого много текста, но дать понять вообще, что это такое. И кому-то отзовется. Потому что мы иногда заманиваем кого-то к себе. Но мы ничего не можем дать этому человеку. Это тоже бывает. Поэтому не можешь дать, пожалуйста, если пришел, опять напоминаю, рекомендательный бизнес, если пришел человек, то дай этому человеку, чтобы он дорожную карту новичка получил и начал те, которые не умеют строить бизнес. Вот именно новая стратегия Brave Business, она создана для тех, которые могут научиться его строить. И не надо говорить о том, что мы такие умные, мы все знаем. Безусловно, вы все знаете, но мир меняется, и мы меняемся вместе с миром, и надо жить в ногу со временем.
Чем отличается бедное и богатое мышление? Одно из видов отличия– это то, когда бедное мышление всегда говорит: я уже все знаю, да, я это знаю, да, я этим занимался, мне это уже предлагали, да, мне вот это. Вот понимаете? А богатое мышление– это когда: а давай я еще посмотрю на это, изучу это, возможно, это мне будет дополнительная помощь в том виде деятельности, которой я занимаюсь. Понимаете? Почему? Потому что люди добрые начинаем развиваться в плане того, что мы рекомендатели, и мы не приглашаем людей. Не говорим: иди, иди, тут деньги, тут здоровье, тут все на свете. Я рекомендую, потому что я честно говорю, что я здесь вот получила много результатов, лично я. И я хотела бы вам сегодня предложить, вот, чтобы вторая часть нашей встречи, хотя бы минут 15-20, каждый рассказал о своих результатах. И еще хочу сделать объявление вам. Я разместила в МЭЦ, значит, 15-го, это будет суббота, в 18 часов для женщин хочу провести практический вебинар. Что это будет за тема? Тема, почему для женщин? Потому что больше для женщин, для мужчин что-то отдельно могу сделать. И тогда даже такой вебинар, но только для мужчин, потому что немножко там по-другому с мужчинами. Смотрите, сразу скажу вам, есть разные виды зависимостей. И многие люди утаивают, что у них в системе были зависимости. Например, там, я вам приведу пример. У меня был случай, на прием пришел мужчина и пришел со взрослым сыном, вообще взрослый сын. Мужчина, взрослый сын, который делал, ну, бизнес у него был. И он, как отец, он его, вот этого взрослого, бац, те зашли в кабинет, а я говорю: кто на прием пришел? А отец этот говорит: да вот, привел сына. Я говорю: так сын у вас уже взрослый. У сына этого спрашиваю: скажите, вы ко мне хотели прийти на прием или вас отец привел? Да, отец заставил. Я говорю: ну идите тогда, сидите там в кабинете, ну, возле кабинета, там есть как раз лавочка такая была специальная. Вы сидите, говорю, а мы с отцом пообщаемся. Ему же надо было на прием. Этот парень ушел. Ну, не совсем ушел, ждал отца. И почему нельзя работать с детьми сначала? Потому что ты сразу покажешь, какой деструктивный родитель, и он его не будет уважать, а ты явишься причиной того неуважения этого родителя. Так вот, когда вышел этот молодой человек, я говорю: рассказывайте, что такое. Ну вот видите, парень, мы его учили, мы его растили, закончил этот университет, бизнес у него. Говорит, хорошие деньги зарабатывает. Но что он делает? Говорит, он заработает деньги, раздал зарплату сотрудникам, все, что остались деньги, он в тот же день пропил. Пропил и валяется потом в запое несколько дней. Я этому мужчине сказала, говорю: знаете, я вам сразу скажу, а вы не употребляете алкоголь? Он говорит: нет. Я говорю: а ваш отец был алкоголиком? Он: откуда вы знаете? Я говорю: ну, потому что перескакивает через поколение. Природа на детях отдыхает, да, а начинает потом показывать вот там. Вот эту тему, тема будет зависимости и тема отношения к матери. То есть я сразу две темы дам. По запросу мужчин я тоже и мужчинам потом дам эту тему. Но для женщин отдельно это будет, потому что там немножко другие вещи будут. Вот. И, соответственно, я вас попрошу, обратите на это внимание, потому что я эту встречу буду проводить в субботу, в эту 15 ноября в 18 часов. Я писала одно время, но обнаружилось, я буду занята в 15 часов. Я просто не предусмотрела, забыла этот момент. Вот личная у меня встреча. И поэтому я жду вас всех абсолютно. Любое количество людей. Приводите даже ваших знакомых. Понимаете, не только брейфистов, а просто всех, кого вы притянете.
Почему? Потому что вот тут надо притянуть. И щас скажу, у меня был тоже такой опыт. Я проводила большой курс, ну, такой девятимесячный. Я всегда девятимесячные курсы проводила. Большой курс, и когда мы доходили до темы "нерожденные дети", тема "нерожденные дети", ни один человек, проплатив заранее курс, не приходил, представляете? Потому что табуированные темы страшно говорить. Я очень экологичный и этичный профессионал. Добро пожаловать! Ничего не будет страшного, ничего не будет такого для вас, никаких осложнений. Почему не в будничный день, а в субботу? Для того, чтобы, когда мы это проработаем, чтобы у вас было время и вечер, чтобы вы приняли обязательно душ, ну, я там буду рассказывать, что нужно сделать, и выспались, чтобы у вас было время для восстановления организма. Почему? Потому что в организме начнутся процессы. Вот тогда-то вы поймете ценность программ МЭЦ. Тогда вы увидите, что вы носите. Но вам станет гораздо легче, и не только вам, а вашим потомкам. Почему? Кто такие потомки? Потом, а предки перед. Так вот, мы и есть результат системы рода всей, потому что нас весь род трудился, чтобы мы появились. А получается, а уже потомки, они от нас. Вот что мы им передаем, то они нам и показывают. Значит, на этом я запись вот эту останавливаю, а вас попрошу, давайте поделимся нашими отзывами сейчас, потому что у каждого есть какие-то осознания за этот период. Вот я лично со 2 февраля, получается, 9 месяцев я уже здесь. И у меня есть результаты, но пока команда моя еще не та, с которой бы я могла получить те результаты, которые были заявлены на новой стратегии Brave Business. Поэтому я буду новую команду себе создавать. А те, кто вот просто потребители, я всех уважаю. И есть такое понимание: помогаю сильным, а слабых понимаю. Добра вам всем, сил, света и любви.